У вас все, да? Все. Тилек Алмазбекович, пожалуйста, у вас есть вопрос к представителю комиссии? Вот, да, у меня есть вопрос. Да, вот вы говорите, что эта норма является конституционной, и то, что можно это потом в судебном порядке решить. Постфактум уже, когда его лишают гражданства, потом он может в судебном порядке решить. Правильно я вас понял? А если потом в судебном порядке будет доказана его невиновность и что он является гражданином остается, тогда как вы будете трактовать, если вы сейчас говорите, что она что она конституционна? Значит, хотела бы обратить внимание на то, что в истории комиссии по вопросам гражданства не было ни одного случая утраты гражданства в соответствии с этой нормой. Механизм утраты гражданства сейчас прописывается. Идет разработка положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства. В последний раз, это в декабре 2025 года, комиссия по вопросам гражданства вернула данное положение в ГУ Кызмат и попросила детально разработать все механизмы, прописать, чтобы у нас все было в рамках закона. Можно еще вопрос? То есть Конечно. вы сейчас утверждаете, что закон есть, а механизмов нету. Он только разрабатываются механизмы. Вносятся изменения в механизм. Изменения вносятся. Да, положение есть, оно рабочее. Оно рабочее. Все, хорошо, у меня нет вопросов. Да. Подождите. Нет вопросов, спасибо. Я вам разрешу сесть, хорошо? Айдар Хасмалевич, у вас есть вопросы к представителю? Нет вопросов, спасибо. Вопросов. Уважаемые судьи, пожалуйста. Да? У меня Нас пару тоже вопросов. выслушаете. Хорошо. Да, у меня пару вопросов. Я хотела бы узнать, вот есть несколько оснований прекращения гражданства в законе о гражданстве, да? И по этим основаниям прекращения один алгоритм действий, вот механизмов по процедуре прекращения гражданства. То есть также ККНБ и МВД представляет информацию, и после этого уже задействуется уже госмашина, или как? Так, статья 26 Закона о гражданстве предусматривает несколько процедур утраты гражданства. Первое – это утрата гражданства за предоставление заведомо ложной информации при получении гражданства. В настоящее время в истории работы комиссии у нас есть 4 случая. Утрата вся была произведена на решении судов Первомайского, Ленинского района, если я не ошибаюсь. Второй механизм по утрате гражданства – это добровольное волеизъявление, когда человек приобретает гражданство Кыргызской республики, иностранных государств, приграничных государств, либо несопредельных, и выражает добровольное желание выйти из гражданства Кыргызской республики. И третий порядок – это как раз в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2, части 2 статьи 26 Закона о гражданстве, когда затрагивает интересы национальной безопасности. Но в истории комиссии таких случаев еще не было. Комиссия такие случаи не рассматривала. Вот механизм утраты, как вы сказали, по ложным показаниям, подложным документам, и механизм утраты по нацбезопасности, у них одинаковый? Так. В соответствии с главой 9 положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства, правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, собирают доказательства и либо передают все имеющиеся материалы в суд, суд рассматривает, либо на себя берет ответственность руководитель ведомства, это председатель ГКНБ, либо министр внутренних дел.
Они пишут э, служебную записку на имя президента, где подробно излагают все обстоятельства дела и передают на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства. Комиссия рассматривает, принимает решение, но оставляет право обжалования в суде лицу, имеющему иное гражданство. И вот второй вопрос, да, в продолжение вашего ответа. Комиссия готовит по итогам всего рассмотрения всего механизма два решения. Либо он отправляет, готовит заключение для президента, чтобы он уже подписал этот указ об утрате, да, либо вы возвращаете все материалы в уполномоченный государственный орган. Этот механизм прописан в законе о гражданстве. Вот в каких случаях вы возвращаете? Вы проверяете, перепроверяете все эти данные? Вот каким образом это происходит? Комиссия по вопросам гражданства при президенте состоит из 9 членов комиссии. Все они являются представителями государственных органов. В зависимости от состава это и министр внутренних дел, и председатель ГКНБ, замминистра юстиции. И при рассмотрении материалов дела комиссия всесторонне изучает материалы, принимает решение большинством голосов, протоколирует и уже принимает решение, вносит предложение президенту, либо возвращает материал. Вот, когда вы В возвращаете. каких случаях возвращают? Да, вот в каких случаях? Это получается, вы даете оценку соответствующим правоохранительным органам, в том числе вот ГКНБ. Так. Ну, случаи бывают разные. Иногда документы возвращают на дополнительное изучение, на перепроверку. Вообще случаев отказа очень-очень мало. Мало или не было? По утрате не было ни одного. Спасибо. Да. Есть еще вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, тоже интересный вопрос. Деятельность, угрожающая национальной безопасности. Вы говорите, что есть заключения правоохранительных органов, которые представляются. Это деятельность, как правило, правонарушение или как это оценивается вами? Если это правонарушение, оно идет как санкция? По тем случаям, которые ранее рассматривалась комиссия, это были случаи получения гражданства за счет подделки документов, изменения национальности. То есть китайцы меняли национальность на этнических кыргызов и получали гражданство Кыргызской республики. Значит, только такие случаи у нас были. Ну, если такого рода случаи, то их деятельность тоже должна квалифицироваться, да, нашими кодексами, уголовным кодексом или кодексом о правонарушениях. То есть они должны привлекаться к уголовной ответственности или, как мы говорим, к другому виду ответственности. И на основании это является основанием для того, чтобы подать в комиссию о гражданстве? Конкретно по этим лицам в комиссию были направлены решения судов. Комиссия принимала решения на основании решений судов. Также прилагалось к кейсу материалы дела, следственные мероприятия, заключение комиссий, Академии наук, которая перевод документов изучала и давала свои заключения. Это понятно, это по поводу основания, если лицо предоставило заведомо ложные документы. Как комиссия, например, если бы пришло бы к вам такое дело, квалифицировала бы понятие деятельность, угрожающая национальной безопасности? Ну, комиссия бы всячески, всесторонне изучила данные материалы. В соответствии с положением о комиссии по вопросам гражданства были бы приглашены эксперты, специалисты, которые бы дали пояснения, заключения по интересующим вопросам комиссии, если бы такие вопросы возникли у комиссии. И комиссия была
комиссия бы приняла соответствующее решение и внесла бы предложение президенту по данному лицу. Есть еще вопросы? Да. Да, пожалуйста. Уважаемая Александра Владимировна, вот вы, насколько я знаю, очень давно работаете в этой системе. И вот вопрос из практики вашей деятельности хотел бы уточнить. Вот. Поскольку комиссия, коллегиальный орган, единственный коллегиальный орган страны, который именно готовит вопросы для решения вопроса о лишении, то есть о прекращении гражданства, также выходе и премии в гражданство, да? Вот, и потом одной из целей этой комиссии, наверное, является предотвращение таких случаев, которые могли привести в последующем к утрате гражданства, да? Вот в вашей практике насколько было случаев, когда вы на этапе, именно на этапе рассмотрения вопросов обращения граждан, значит, лиц без гражданства и так далее, значит, выявлены случаи, вот, которые могли бы потом явиться основанием для утраты? Были такие случаи у вас? Каркельдей Джумалиевич, такие случаи встречаются, и встречаются очень часто. Дело в том, что деятельность комиссии по вопросам гражданства обеспечивает секретариат, который состоит всего из 3 сотрудников. И очень сложно проверить документы, но у нас нет функций, у нас нет механизмов. Но есть один случай, который запомнился очень-очень, скажем так, сильно. Это когда поступили документы на уроженца Кыргызской СССР из Узбекистана. То есть мы его принимали в упрощенном порядке в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона о гражданстве. И меня смутила татуировка у него на шее. И я обратилась в 10-ю службу МВД, говорю, пожалуйста, проверьте. Они проверяют, говорят, нет, судимым не значится, все чисто, все хорошо. Я опять прошу, что что-то мне не нравится, пожалуйста, проверьте. И уже во 2 часу ночи получаю эмоциональное сообщение, что Александра Владимировна, вы правы, он отсидел 10 лет за терроризм на территории Республики Узбекистан. И уже это была предподготовка к заседанию комиссии. Материалы по членам комиссии нами были уже развезены, но в процессе рассмотрения Улан Амаканыч встал и попросил вернуть данный документ на дополнительное изучение в МВД. То есть, получается, достаточно тщательная, значит, идет процедура, да, изучения вопроса, значит, для получения гражданства, да, в том числе таким образом. И потом, значит, насколько закон гласит, значит, решение комиссии носит рекомендательный характер, не обязательный. Комиссия готовит предварительные материалы, правильно? Окончательное, да, значит, решение остается все-таки за президентом. Это исключительное конституционное право президента принимать гражданство или вывод из гражданства, осуществлять, в том числе и утрату, да? Вот решение комиссии, тем не менее, были случаи, когда они обжаловали в судебном порядке? Так, решения комиссии обжаловались в судебном порядке. Тогда в таком случае какие вопросы там, значит, ставится вопрос, какие вопросы оспариваются, точнее, вот суть этих обжалований, вы можете вкратце дать нам? В 2012 году комиссия отказала в приеме в гражданство Адонину Виталию. Адонин Виталий неоднократно был осужден за употребление и распространение наркотических средств. На момент поступления материалов Адонина Виталия Адонин Виталий находился в местах лишения свободы, то есть судимость у него не была погашена. Значит, комиссия приняла решение отложить данное ходатайство о приеме в гражданство. И уже в 2018 году, когда этот Виталий Адонин освободился,
Отмечу, что он являлся гражданином Российской Федерации, но уроженцем Киргизской ССР. Он освободился с тяжелой формой туберкулеза. Его мать по доверенности от Виталия Донина оспаривала решение комиссии в судах. Это понятно. В том случае тогда, когда, значит, материалы возвращаются, правильно? Да. Или, значит, откладываются на какое-то время, тогда, значит, лица, обращавшиеся к вам, имеют право подать в суд, правильно? Да, Спасибо. да, спасибо. Да, пожалуйста. У меня просто вопрос еще один возник. Заявитель ставит вопрос по поводу еще восстановления либо повторного обращения утраченного гражданства. Вот вы сказали, что и в своем официальном письме предоставляете, что 4 гражданина было, у них было утрачено, да, гражданство. Они повторно либо просили повторно восстановить им гражданство, либо нет. И существует ли вообще механизм восстановления таких людей? Так, ни одно ходатайство о восстановлении в гражданство от 4 этих граждан на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства не поступало. Механизм восстановления в гражданстве Кыргызской Республики существует. Еще вопросы? Нет вопросов. Присаживайтесь. Спасибо.